Здравствуйте, уважаемые телезрители! В студии Абхазского телевидения государственный и общественный деятель Республики Абхазия Артур Артемович Микваби. Здравствуйте, Артур Артемович. Спасибо большое, что нашли время и пришли к нам на беседу. Здравствуйте. Здравствуйте, уважаемые телезрители. Совсем недавно в Сухуми прошел круглый стол по инициативе партии «Единая Абхазия». Одним из главных вопросов, который обсуждался на круглом столе, это был вопрос досрочной отставки президента Республики Абхазия. Вы также принимали участие в этом круглом столе. Поддерживаете ли вы выдвинутые лозунги, скажем так, которые обсуждались на круглом столе? Когда меня приглашали, повестку дня несколько иначе объявили и сказали, давайте поговорим о положении дел в Абхазии. Сергея Мироновича я знаю давно, и вообще все, кто там присутствовал, я их всех знаю давно. У нас нормальные отношения, хотя иногда бывали, в смысле, что мы политические конкуренты там в чем-то, но ровные отношения, мы все граждане Абхазии, все любим свою страну. Ну и сразу хочу сказать, что абсолютно большинство, я там не считал, вот из тех, кто выступил, в смысле, были не согласны с постановкой досрочного ухода президента со своего поста. Я тоже высказал свое мнение, что абсолютно это не нужно делать. У многих аргументация была, что не так много времени осталось, надо дождаться выборов. Нельзя все время начинать с чистого листа. Это чистый лист, это в смысле утеря преемственности. Это на самом деле не дает, скорее не дает толчок к развитию, а задерживает развитие. Тем более, я еще подчеркнул, та обстановка, которая существует в мире, что на самом деле возможно, мы на грани большой войны, не дай бог. Имею в виду это Запада с Россией. В этих условиях, я думаю, что если такое, не дай бог, начнется, думаю, что победителей не будет, но этим может воспользоваться, в смысле, все те, кому нужна там, Абхазия, в том числе Грузия. Мы там задали вопрос, почему вы так думаете. Но прежде всего, мы не являемся друзьями Запада. Запада друзьями является Грузия, которых все время обещает, что она войдет в НАТО. И обычно в таких ситуациях используют время. Это история, я ничего нового не могу сказать. И еще один аргумент, который я сказал, что к выборам, может, кто-то готов уже, а есть еще, наверное, желающие, которые хотят подготовиться, они готовятся к выборам, поэтому нельзя если сужать круг людей, которые хотят выставить свои кандидатуры. 70-80% из присутствующих, а может и больше, они все высказали примерно вот такую точку зрения, про которую я говорю, или я высказался примерно, как они, там многие раньше меня говорили на эту тему. И мы на этом как бы расстались. Я не знаю, насколько мы убедили, в смысле, Единую Абхазию, присутствующих там. Думаю, что в определенной мере они, наверное, прислушиваются к мнению, советуются, если нас пригласили. Хотели совет получить, вот какой совет они получили. Я правильно понимаю, что проводить там досрочные выборы за 9 месяцев до выборов, которые обозначены как бы изначально Конституцией, то есть президент свой срок отработал, нелогично, неправильно и в принципе не может дать каких-то положительных эффектов для нашего государства и народа? Абсолютно верно. Ну, вы человек в разные годы, занимавший разные высокие посты в государстве. У вас есть опыт. Скажите, пожалуйста, вот мы уже далеко не первый раз находимся в ситуации кризиса, где народ требует отставки президента, там часть какая-то общества. Иногда это большая, иногда не совсем. Скажите, пожалуйста, почему мы с такой уже, наверное, пугающей регулярностью сталкиваемся с такой ситуацией? Надо сказать, что кризисы, которые происходят в Абхазии, она имеет более глубокие корни, чем, так, в смысле, назвать его кризисом и все. Но я некоторые факты назову. Первое, мы находимся в состоянии войны с Грузией, которая везде ставит нам палки. Если честно, мое мнение, для Грузии было бы значительно лучше, если они нас признали бы. Второй вопрос, что в конечном итоге
из-за того, что мы получаем вот эти все палки со стороны Грузии, мы на самом деле оказались вот в течение этих 10 лет частично признанным государством. Это нам очень мешает в нашем развитии. Я хочу вам еще напомнить, что Абхазия практически до 2008 года вообще была закрыта. Если идем во фарватере российской экономики, то российская экономика в 2002-2003 году в смысле, имела наибольшее развитие. И в этот же период нам тоже была оказана наиболее большая помощь. Вернее, с 2003 года начали нам оказывать значительно большую помощь. Экономическую помощь. Когда говорят, что правительство не справляется с этим, ну вот я был председателем правительства, а в 2014 году там, доллар вырос в 2 раза. Ну, какие рычаги были, чтобы повлиять, чтобы не было роста в смысле... То есть вы обозначаете прямую связь между экономическим кризисом, который влечет за собой политический кризис? Да, абсолютно верно. Но что могло сделать абхазское правительство? Я сейчас еще хочу добавить, да. И сейчас ситуация не улучшилась, а усугубилась. Вы знаете, я не пришел жаловаться, да, я как бы как факт. И то, что Россия нам помогает, большое, огромное спасибо. И человеческое, без них нам было бы очень тяжело. Но в 2015 году мы фактически не получили, в смысле, помощь, которую раньше получали. И за это время она уменьшилась. Даже если бы оставалась в тех размерах, в которых она была, но покупательская способность рубля значительно уменьшилась. Какие еще смыслы, да, напасти, да? Мраморный клоп, который на самом деле очень сильно влияет на сельскохозяйственное производство. В 2015 году у нас очень хорошее было время, когда достаточно много мы заготовили хамсу и продали потом рыбной мукой. И в 2016 году ее уже не было. Тем не менее, за счет усиления администрирования налогов мы усилили. Но администрирование налогов тоже все время нельзя делать. На самом деле налоги достаточно у нас жесткие, если посчитать в целом, да, сколько у нас, я думаю, что у нас за 40%, да, налоги. Это тяжелое бремя, в смысле, для неустоявшейся экономики. Ну, Артур Артемович, вы обозначили как фактор это экономическую составляющую. Может быть, есть еще какие-то другие факторы, приводящие к кризису? Но всегда появляется потом какая-то другая сила, которая думает, что она с этими проблемами легко справится. Мне кажется, это не совсем верный посыл. И даже там был упрек, что вот вы не смогли привлечь деньги. Да, мы не смогли привлечь деньги, потому что это был период, когда инвесторы нам говорили, вы что, мы вообще хотим вытащить свои деньги и их вернуть в Россию. Они этого хотели почему? Потому что у нас совсем не готовая среда для привлечения инвестиций? Нет. Знаете, если у кого-то есть желание, в смысле, вкладывать деньги, то я не согласен даже с тем, что вот говорят, там у нас закон не очень хороший, нормальный закон, он отвечает стандартам, он может быть там лучше, может быть хуже, потому что до этого, когда этого закона не было, вкладывалось больше денег, потому что была возможность вкладывания. Скажите, я хочу спросить, а вот если у вас будут деньги, да, вы вкладывали бы в Абхазию, где, скажем, на доллар вложенный зарабатывали там 30 копеек, или вложили бы туда, где на доллар вложенный получали там 70%. Куда вы вложили бы деньги? Я думаю, что многие наши соотечественники так и делают. Вот, работают они, там, скажем, там, в Москве и так далее. Что-то вкладывают в Абхазию, никто не говорит. Но основные все свои активы держат там. Потом... Мы готовы гарантировать безопасность своему инвестору? Для того, чтобы гарантировать безопасность инвестору, зависит от много факторов. В целом, да. Хотя есть отдельные случаи, когда погибали люди, но есть примеры, когда посадили всех, кто это совершил, дали им достаточно большие сроки, они сидят. Конечно, мне не нравится, людей воруют, там, вымогают и так далее. Абсолютно не нравится мне это. Это уменьшает наш имидж. Я другое хочу спросить.
Скажите, а вы вложили бы деньги, если вам не разрешали бы покупать первичное жилье? На самом деле мы так и не смогли написать закон, который понимал бы народ и был бы приемлем для инвесторов тоже. Ведь это правильно, да? Мы говорим, вложи большие деньги, а жилье ты здесь не имеешь права иметь. Я думаю, что это ошибка. Мы часто сталкиваемся, особенно в последнее время, с таким модным, наверное, если можно так выразиться, в последнее время выражением раскачивания лодки. Вот не считаете ли вы, что на сегодняшний день именно это и происходит? Да. Учитывая, напоминаю еще раз, что совсем скоро, буквально через 9 месяцев, назначены выборы. Абсолютно я с вами согласен. Я хочу еще добавить, что, на мой взгляд, вертикаль власти или вертикаль исполнительной власти надо укреплять. Хочу сказать, что вертикаль власти должна быть укреплена еще в том случае, когда денег мало. Они должны быть из единого центра идти. Ну, создано казначейство, все понятно, но это недостаточно. Основным условием, в смысле проведения вообще реформ каких-то, это когда единство в обществе. И когда элита понимает, что есть необходимость, надо потерпеть. Мне бы хотелось немного порассуждать об ответственности самого народа. Какую ответственность несет народ в деле строительства развитого, процветающего и там, экономически состоявшегося государства? Иногда я слышу разговоры, у нас нет государства, зачем оно нам нужно. Я думаю, что это такой, может быть, эмоциональный, в смысле, всплеск. И часто, в смысле, вступаю в какую-то полемику. У нас есть государство. Это главный инструмент вообще развития народа, любого государства. Да, оно сегодня, в смысле, имеет серьезные там недостатки, которые, кстати, не всегда зависят от народа, который там в этой стране проживает. Никак нельзя падать духом. И если не падать духом, то мы выстоим и создадим, я так всегда говорю, маленькое, эффективное, комфортное государство. Мне нравится вот это сочетание. Я несколько раз об этом говорил, но не надо при этом говорить, что все, у нас ничего нету, мы не пропали. Нет. Я сейчас вам вспомню инаугурацию одного президента Соединенных Штатов Америки, которые тяжелые были времена в Соединенных Штатах Америки. Да, у них была Великая депрессия очень долгие годы. И вот он на инаугурации сказал, давайте подумаем, не что нам государство сделало, а что мы ему сделали. Я понимаю, что многие люди, особенно ветераны войны, скажут, мы жизнь положили, там, в смысле, коллегами стали и все остальное. Но если надо и дальше бороться за это государство, то надо и бороться. Зачем тогда же надо было жизни, чтобы не бороться и на полпути все это То есть оставить? я правильно понимаю, что и у народа, у населения тоже должна быть степень какого-то самосознания, ответственности. То есть если, не дай бог, кто-то из моих родственников там приступил к черту закона, совершил ДТП, я не пойду и не начну штурмовать Министерство внутренних дел, а пойму, что он должен понести за это наказание. Вообще штурмовать Министерство внутренних дел и еще какие-то органы не надо. На улице эти вопросы не решаются, к сожалению. Они на самом деле затягивают вопрос выхода из этой ситуации. Есть вполне легальные способы, в смысле, действовать в этих случаях. И опять же, развивая институциональные органы. Некоторые критикуют, в смысле, президент говорит, вот он суд создал, счетную палату создал. Но при нем ее создали, теперь надо дальше, чтобы это развивалось. Работало, да. Ну, до этого же не создавали. Я ни в чем не хочу обвинять тех, которые не создали. Наверное, были какие-то причины, почему они не могли создать. А теперь надо дальше закреплять и двигать. Иногда говорят, у нас плохой парламент там был, или сейчас, который там слабый и так далее. Я всегда говорю так. У нас тот парламент, который отражает состояние социума. Избирали это люди, они избрали, кого они считают нужным. Поэтому судить, он там плохой или хороший, голословно нельзя.
Ну и хочу добавить, чтобы никто не понял, там, наверное, кто-то слабее, кто-то сильнее, но в целом они все заслуживают того, чтобы, если им народ доверил, значит, они заслуживают, в смысле, заниматься политикой от имени своих избирателей, а фактически от имени всего народа. Но при этом как бы надо понимать, что если не будет там дискуссий, не будет каких-то там разных мнений, то так не бывает. У нас президентская страна. Если меня спросишь, я скажу. В президентской стране, если президент является главой государства и главой исполнительной власти, кабинет министров не нужен. А если исполнительная власть в лице премьера будет, ну или председателя Совета министров, тогда надо. Ну, это как бы достаточно спорный вопрос. А просто так взять, там, в смысле, давайте этого снимем, того понятно, сделаем. Это опасно. И еще одна опасность. Персонифицировать не надо. Артур Артемович, спасибо вам большое за то, что пришли, ответили на наши вопросы. Уважаемые телезрители, я напоминаю, что у нас в гостях в студии Абхазского телевидения был общественный государственный деятель Артур Артемович Микваби. Большое вам спасибо еще раз. Спасибо, что вы меня выслушали. Спасибо вам Всего за доброго. приглашение. До свидания. До свидания.